Я знал Майка Тайсона еще до того, как он был чемпионом. Я наблюдал весь его путь от обычного пацана, который был напуган улицей, и люди, окружающие его в то время, верили в него и говорили ему, что у него все получится, и у него все получилось. А сейчас у него все хорошо, он собрался. Кто-то говорил, что Майк неконтролируем, но он в порядке. У него жена, он спокоен, вежлив с людьми, он больше не попадает в неприятности, шутит. Это интересно. Мне нравится, что у него все хорошо. Я работал вместе с Майком над кинофильмом «Знакомьтесь, семейка Блэков». Я не видел его пару лет, а когда увидел снова, я понял, что он вернулся в нормальную жизнь. Ты видел этот документальный фильм о нем? Да, я видел этот фильм. Насколько он охуенен, не правда ли? Для тех, кто не видел ни разу это кино, я скажу, что кино так и называется «Тайсон». Ведь так, Тайсон? Оно великолепно. Там он вспоминает о своей жизни. Он делает это достойно, как сильный человек. Там не было места для шуток. Я помню, как мы подъехали к дому Тайсона, и там стояло 5 разных лимузинов. И люди сидели в них и не выходили. И я спрашиваю, а почему мы не можем выйти наружу? А мне кто-то отвечает, ты что, не видишь льва на улице? Там в тот момент был лев перед домом, и Тайсон просто играл с ним. Майк стоял на ступеньках дома с руками, упертыми в бока. Чемпионский пояс был на нем. Чего? Чего? Выходите, поиграйте с моим котом, кричал Тайсон. Но нет, это же не кот, это лев. Это был лев или львица? Это был лев. Он не был на привязи и не гулял в клетке. Он гулял по двору перед домом. Тайсон боролся с ним и обнимал его. Боже мой, черт возьми! Насколько большим был лев? Это был лев, чувак, настоящий лев. То есть Тайсон боролся со львом, он дрался с ним, швырял его в разные стороны, и никто не хотел выходить из своего лимузина, потому что лев шнырял около них и разбил боковое стекло на каком-то из них. Это легко для льва. Он просто подошел и лапой снес стекло, и никто не мог сдать назад на лимузине, потому что они все стояли друг за другом. Все сидели в страхе, потому что думали, что лев сейчас съест Майка, но этого не случилось. Майк просто играл с ним. Я никогда больше не встречал такого человека, который бы играл со львом. Тайсон и лев на его дворе. Потом кто-то из его окружения тоже играл с этим львом. Джастин Бибер никогда не завел бы себе льва. Там были бы шиншиллы какие-нибудь. You don't have any like mental kind of thing that can you look at her a certain way to scare her? She charged me, and she stopped. Or sometimes I see she's ready to charge, I'll charge her right away. I just the reverse, I charge her and she'll run. And just it's got to be a mind game because physically I don't stand a chance. When they're too big, she's still a baby and she's 220 pounds. She got another 110 pounds to go. Then what are you gonna do? Just keep her and breed her. I want to have children with her. Промокод Роган на скидку 15% при заказе продукции на сайте nvenomfarm.com специально для подписчиков канала.